Амет Хан Султан. Каким мы его знаем из десятков книг и документальных фильмов. Легендарный летчик, дважды Герой Советского Союза. Во время войны совершил 603 боевых вылета, провел 150 воздушных боев, сбил лично 30 и в составе группы 19 самолетов противника. После войны летчик-испытатель первого класса, погибший 1 февраля 1971 года при испытании реактивного двигателя на летающей лаборатории Ту-16. Герой, легенда, памятник. А что мы знаем о нем как о человеке? Что он любил, что ненавидел? Каким был сыном, братом, отцом, товарищем? Почему, увешанный орденами и медалями, добившийся того, что его семью, единственную из крымских татар, не выслали из Крыма, он, рискуя карьерой, писал письма с просьбой вернуть его народ домой и помогал, чем мог, участникам национального движения? С каким сердцем он приезжал домой, в осиротевшую Алупку, после депортации 1944 года, и смотрел на безбрежное море, пророчески названное Черным. Боевые товарищи называли его Аметкой. За веселый нрав и балагурство, за всегдашнюю улыбку на лице и полное отсутствие высокомерия. Немцы дали ему другое прозвище. Когда истребитель Аметхана вступал в воздушный бой, наземные службы Люфтваффе кричали в эфире: «Внимание! В небе черный дьявол!». Его назвал орлом командующий 8-й воздушной армии после того, как Аметхан в одном бою сбил сразу 6 вражеских самолетов и приказал на истребителе героя рисовать эту птицу. С той поры орел стал боевым символом легендарного летчика. А еще товарищи Аметхана могли его называть смешным словом «аллюр». Все потому, что он, несясь к боевой машине, готовый к воздушной атаке, всегда кричал одно и то же: «Аллюр, 3 креста, за мной!». Аллюра, 3 креста, за мной! За мной! Ответа! А как мы, сегодняшние, называем его? Кто для нас Аметхан Султан? Какой след он оставил в нашей жизни? Как отзывается это имя в крымско-татарском сердце? Когда я приезжала в летно-исследовательский институт, там еще были живые летчики-испытатели, которые с ним работали, и они рассказывали об Аметхане, как будто это только вчера они разошлись. Вчера только они с ним виделись, и меня это очень поражало, как они о нем отзываются. Скромный был, старался как бы не выпячиваться, никогда не кичился своими орденами, вообще старался их не одевать. Для него эти медали и награды были ничего в сравнении с тем, что был выслан их народ, его народ, за который он очень переживал. Когда приезжали в Москву представителями была моя тетя Мамбетова Ленара, мама Мамбетова Рефиде. Он всегда принимал участие в работе этих делегаций, если он был свободен от полетов. Его образ, он воспитывает нашу молодежь, он пропагандирует дух вот этот вот национальный, героический, мужской дух, понимаете? И я знаю, что вот эта красивая личность, она является примером для многих поколений. Аметхан Султан дегенде бүйүк бір ғурур дуям. Валай боле инсанның рухи байлығы, корку білмегені, өз ноқтайы назары үшін күрешкені ve sonki nefesine kadar öz halkına, öz yurtuna sadık kalganı, gururdan, hürmetten layık hiçbir şeye, hürmetten gayrı bir şeye layık değildir. Bütün ömrünü uçucu, sınavcı şeklinde geçiriyor. Ve ayrı bir hürmet, ayrı bir saygı Amethan Sultan'a
o hiçbir daha o'zin milletinden vazgeçmedi. Ve men belesem biz bu insanı hiçbir vakit unutmamak gerekmiz. O al bayrak olup, böyle bir misal olup bizim ogumuzda turmalı. Men Ahmetхан Sultan'ın Allah Teala'nın yardımıyla benim pek çok görüşmeler oldu. Çünkü o yılda Kırım'a geldi. Pek seviyede bizden başlap sağdan Kokköz'ün sını Aypet'den düşüp koyuna barmağa. Volga'ya geldi, o rol başında vaktaydı. Onu naz yol geçti ömrüm boyunca. Bizim halk için bu pek büyük nümene. Bizim yaşlarga nasıl sadık olmak gerek vatanga, bizni kurtarmak için, bizni aklamak için onun hissesi pek büyük. O milli hareketçiydi. Moskvada eğer bizler bir mitingde olsak, o mutlakta olmak mümkündü. Yazgan büyük обращение tam 22 съезду, tam ЦК КПСС'da hepsine imza koyaydı. İşine bakmayıp, korkmayıp işte bunun işine yarın tesir olur da bir şey ederler deyip. Onun yüreği öyle hattıydı. O aytkan sözünden bir adım çetke onga solga yapmaz idi. Her vakit doğru yoluna yürüyen insan. Biz 1980 senesi Taşkent'te Nizami adına Devlet Pedagogika Üniversiteti okuganda rahmetli dostum Enver Rozenbaşlı'nın beraber işte Kırım'a gelmeye niyet ettik. Kırım'a geldik, Kırım'da çok yerlerini dolandık. Lakin bizim en büyük arzumuz barıp Aypetir'ge, Aypetir kayaların tübünde işte evet Ahmetхан Sultan'ın doğulgan evine varmak niyetimiz dedi. Biz bardık, niyetimizge yettik. Hatta şu gecesi Ahmetхан Sultan doğulgan evde bir gece geceledik. O yerde onun o vakit Hatice tizesi yaşaydı. Ahmetхан Sultan her vakit böyle bir evet uçucu, belli uçucu olganla beraber her vakit halkımızın bütün bu yanıkları, halkımızın vaziyetini her vakit anlaydı ve bütün vakitleri şu halkımızla beraber edi ve ana öyle bir insan, Ahmetхан Sultan gibi insanlarımız şimdi de olganını isteyim. Onlar köklerge köterilseler bile her vakit özünün halkının yanında olganını bildireydiler. Ahmetхан Султан в моем сердце занимает особое место. Этот человек, который никогда не сдавался и всегда шел вперед. О нем должны писать в учебниках истории, рассказывать детям в школе, ставить его в пример им. Bu insan ebet 70-ci Sovet devri vaxtında Kırım Tatarlarga, özün halkı vekillerine milli ruhta da yardımcı edi. Ve bunlar hepsi ebet böyle bir karamani, sade ama pek cesur insanın temsilini, böyle bir şahsiyetini, sımanı hepimizin gözümüzün önüne getiriyor. Men zannetsem bu bizim halkımızın aydın sımalardan biridir ve hepimizin hem de şahsen benim de. Ve men böyle bir sıcaklık, soydaşlık gibi, tuğanlık duygunu çok adamlarda da hissettim. Yani hepimizde bu var. İrade timsali, kuch timsali, kahramanlık timsali. Ahmetхан Sultan men için böyle adamdır. O maksatkar, böyle insan olgan edi, mence maksadına yetmegence o rahat oturmaz edi, rahat kalmaz edi. İşte istesem patlap ol degen prinsipler boyunca dersin yaşadı ve aynı etip ketti sınavlar devamında. Kahraman, asker, ondan çok şeyler öğrenmek mümkün, çok örnekler almağa mümkün. İşte böyle akaylar halkımızda daha peyda olmasını can yürekten ister edim. Gelecekte ya da bugünlerde. Фигура Ahmetхана Султана имеет особое значение для каждого крымского татарина, потому что это некий символ отваги, подвига, самопожертвования. И его фигура, она приобретает особую значимость, особенно в периоды, когда кто-то начинает сомневаться в подвиге крымских татар, в их там, стремлении защитить свою родину во время войны. Но для меня лично Ahmetхан Султан – это еще и человек такой сложной судьбы. Я часто задаюсь вопросом о том,
что он мог чувствовать в тот период, как он мог продолжать оставаться верным той политической системе, в которой он жил, зная, что она сотворила с его народом. Вот мне кажется, что это человек какой-то такой глубокой еще и внутренней драмой. Его принципиальная поддержка своего народа, его принципиальная позиция считаться и писаться крымским татарином, когда это было совершенно непопулярно и не модно, мне кажется, говорит очень много о нем, о его внутреннем стержне. То есть это сильный волевой человек. Этот старый дом в Алупке еще помнит босоногого хулиганистого мальчишку, которому родители дали гордое имя. По этой улочке он несся, как птица с горы вниз, к синему-синему морю. Здесь родилась его мечта о небе. Здесь он встретил свою первую любовь, с которой его потом разлучила депортация. Отсюда он уезжал в Качу, когда поступил в летное училище. Сражаясь с врагом, знал, что защищает этот дом, эту землю, куда он так хотел вернуться после войны. Но эти двери открылись для него раньше. За несколько дней до 18 мая 1944 года, когда Амедхана, освобождавшего крымское небо от фашистской нечисти, отпустили на несколько дней в отпуск, чтобы повидать семью. Тогда судьба горько над ним подшутила. Радость встречи обернулась отчаянием, когда из этого двора выгоняли в никуда его родителей. Шли годы, а он все равно возвращался сюда. Садился, часами смотрел на море, молчал и плакал. Дважды герой Советского Союза, летчик-ас, гроза немецких мессершмиттов и юнкерсов, не раз бравший противника на таран, он плакал. Тяжело быть единственным крымским татарином во всей Алупке, во всем Крыму. К своему 50-летию он сочинил единственное свое стихотворение, которое назвал «Алупка», и которую он не просто рассказывал, а пел. И в конечной строке: «О, Алупка, моя любимая, я горжусь твоей красой и хочу, чтобы ты, Алупка, вечно гордилась мной». Солнце над домом в Алупке встает, тихо мать на себе песню сыну поет. Ах, балам, Амедхан, ах, балам, Амедхан. Песню поет и не знает она, что ожидает нас, что готовит судьба. Амедхан, 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 Амедхан. Амедхан Султана уже 50 лет нет на этой земле. А дом стоит. И до сих пор помнит и его слезы, и его смех, когда здесь собирались гости, и двор наполнялся разговорами и запахом кофе. Этот дом имеет свои традиции. И я помню, здесь маленькое, очень много, сколько было здесь гостей, сколько было... И он всегда был очень гостеприимным. Обязательно, кто сюда попадал, без кофе отсюда никогда не уходил. И я горжусь тем, что я являюсь маленькой частицей того, что я имею отношение к Амедхан Султану. Вот очень этим горжусь. Это был мой МД, он был очень добрым, скромным. И было побольше бы таких людей в жизни, было бы проще жить. Очень добрая душа была. Ухадар мерхаметли братам еді. Ağızdan bal tamam. O soğuk mekşevleşi yok еді. Он такой культурный адам еді. Все bilmeyim. Уважал. Sayırlar. И точно такой же бабасы еді. Воспоминания хорошие, добрые. Анасы да баба очень добрые были. На себе тезе вообще рахметли. Кулюм-кулюм брапа еді. Она всегда улыбалась. Часто Амедхан, когда они проводили испытания в Крыму,
Амитхан Султан брал летчиков, с кем он проводил испытания, приезжали сюда, садились напротив его бюста в Алупке и сидели, значит, он начинал что-то байки разные рассказывать. И когда приходила группа какая-то, он обязательно встревал в эту группу и перебивал гида, начинал вставлять свое и рассказывать о себе. Вот. И однажды вот так он попал в милицию за вот это вот исправление и поправление, а потом в милиции оказалось, что это сам Амитхан Султан. — 25 октября 2020 года. 100 лет со дня рождения легендарного летчика. Юбилей героя намерены широко отметить на республиканском уровне. Открытие памятника, билборды на дорогах и светящихся рекламных носителях, онлайн-уроки, высадка аллеи памяти, научно-практическая конференция. Конечно, наш Амитхан достоин всего этого. Как достоин был и того, чтобы аэропорт в столице Крыма назвали его именем. Но этого не произошло, несмотря на многолетние усилия крымско-татарской общественности. Впрочем, это не единственная несправедливость, выпавшая на его долю. В свое время Амитхана представили к 3-й звезде Героя Советского Союза, но потом передумали из-за его национальности. Ведь он всегда и везде заявлял, что он крымский татарин. И не боялся ставить свою подпись первой под многочисленными обращениями к советской власти вернуть своих соотечественников на родину. Поэтому главный свой юбилей «Душа героя» будет отмечать в сердце своего народа. Амитхан Султан мен үшін, мен білесем біздің халқымыз үшін бұл әлбетте принципиал бір адам. Çünkü 1944 seneleri halkımız sürgünlükке düşken vakitlerde o prensiplerden vazgeçmedi ve özünü Kırım Tatar olarak adlandırmaya devam etti. Амитхан Султан жаңғын қараманы, милли қараманы. Дүнияда ең белі учителардан бірі. Милли әрекетке де büyük iş koştu. Ve onun adı bizim millet için pek mühimdir. Для меня очень много значит Амитхан Султан. Он герой нашей страны. Я считаю, что для всех крымских татар он очень важен. Он у всех у нас в сердцах. И что все школьники должны знать, кто это такой. Нам рассказывали в школе про Амитхана Султана. Он дважды Герой Советского Союза. Когда он жил в Алупке, началась война. Он пошел воевать на войну. И пока он был там, на войне, там его народ депортировали. Нам учителя в школе рассказывали про Амитхана Султана. Он не только был летчиком, но и боролся за возвращение крымских татар на родину. Амитхан Султан дважды герой СССР. Но если бы он не был крымским татарином, ему бы дали 3-ю медаль. Мы всегда будем помнить о нем. И лично для меня он пример подражания. Герой, летчик. Амитхан Султан герой, дважды Герой Советского Союза. Как его нельзя знать? Надо помнить его. Это наш герой, это все должны знать. От вот таких до таких. Горы поют и море поет. Нет, не погиб, будет жить твой народ. Амитхан, 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 ты ведь символ земли своей. Амитхан, будешь жить ты в душе моей. Амитхан, и пока я живу, и пока я дышу, я тебя никогда